создание организации под названием Фонд поддержки выходцев Таджикистана в Российской Федерации главной целью являлся права и защита для трудовых мигрантов. Эти права и защита для трудовых мигрантов на тот момент, в 2001 году, это порядка были 800 тысяч наших соотечественников, почти миллион. Но они нуждались именно в помощи наших соотечественников, которые имели закалку советского государства. Потому что первые, которые ушли из Таджикистана, тот момент после гражданской войны, это люди, которые были имеющие образование высшего, среднего. Но поскольку наши граждане стали их количество энное, можно назвать, на территории государства, фонд имел цель в дальнейшем создания или иметь печатный орган. И в 2005 году, после кропотливой работы наших соотечественников, в частности волонтеров фонда, мы решили создать газету. Газета для того, чтобы наши могли читать. Тогда вообще не было хорошо, интернет даже не был устроено. Люди хотели читать. Люди не получили вообще информации. И благодаря нашей газете, в 999 тысяч штук в месяц, ежемесячная газета была. А газета главное в чем? В частности, ущемление их прав. Тяжелые положения даже были наших соотечественников, отбывавших наказания в тюрьмах, пропавшие без вести. На поиски своих детей приезжали из Таджикистана, в частности, особенно которые женщины приезжали искать своих детей здесь. Это все мы фиксировали в одно время и публиковали, раздавали нашим гражданам. Общероссийское общественное движение – это единственная организация на постпространстве СНГ, в частности, Республики Средняя Азия. Именно таджики достигли. Именно эта организация, те люди, которые мне помогали, они достигли самого главного, получили регистрацию Министерства юстиции Российской под названием Общероссийское общественное движение «Таджикские труды и мигранты». А печатным органом, соответственно, стал газета «Голос Таджикистана». «Голос Таджикистана» создался 8 сентября, как раз накануне суверенитета Таджикистана, 9 сентября. Вот мы празднуем ежегодно, празднуем 8 августа, но поэтому мы перевели сейчас на декабрь месяц, чтобы у нас возможности появились сегодня говорить о телевидении. Вот одновременно и отметить день десятилетия, и отметить, соответственно, связано с тем, что открытие телевидения, интернет. Поскольку вы знаете прекрасно, что наши граждане хотят получить правильную информацию. Вот наши журналисты с помощью вас, соответственно, другими, дают сегодня возможность, дают кислород нашим гражданам правильно действовать. И канал телевизионный, это будет мощнейший канал, как наша газета. Это начальная стадия, это старт молодых. Будет еженедельно выходить, еженедельно на час, на полтора, на два, ту информацию, которую должны получить наши граждане, о работе, о деятельности не только руководителя диаспоры Шарипова, а членов, о волонтеров, о региональных представителей и самих мигрантов, какие положения находятся, чтобы они именно не шли в той пути, который их обманывают. Здесь будет более демократично. Поэтому народные газеты мы называем, когда в государстве создается народное государство. Когда мы находимся в Таджикистане, мы когда за пределом страны, поэтому создали газеты для трудовых мигрантов. Мы создаем с вами телевидение, это к тому, что наши граждане не были завербованы. А еще раз показать чистоту нации. Самое главное, сохранить нашу религию, который ислам. Помимо этого, еще у нас хватает невыплаты заработной платы, выехать на места, к работодателям выехать на месте, поговорить. Это съемки надо показывать. Это хороший фрагмент. И о хорошем надо говорить. О проведении культурных мероприятий у нас достаточно будет. Есть дни Таджикистан, есть дни, которые в России проводятся. Выехать в регионах России, в дальних регионах. У нас, обратите внимание, пошли в 50 регионах России сегодня действуют наши представители. Благодаря нашей инициативе, нашей деятельности, практически смотрели в НТВ, ТВЦ, НТВ, другие каналы, то есть ТНТ, все остальные, они стали популярными. Ту информацию они у нас брали. Сейчас информация пускай исходит из нашего канала. Именно ТВ, ТТЕ, телевидение таджикских трудовых мигрантов. Я почему говорю, что в России это все происходит, потому что в России намного является более демократическое государство среди всех стран мира. Даже намного демократии здесь хорошо создано в России, чем в Европе. Вот обратите внимание, потому что у нас идет писем, у нас идет другие обращения на имя господина Путина, президента, на имя обоих палат и Совет Федерации государств. Мы получаем ответов от прокуратуры. Да, есть много вопросов, которые не решаются. Я думаю, после телевидения намного облегчит положение наших трудовых мигрантов, в частности, на территории российского государства. Я так думаю, что здесь главные миссионерские способности показали сами трудовые. Газета практически выходила без каких-то спонсоров.
основным спонсором были трудовые мигранты из Таджикистана. Они жертвовали те же деньги, которые должны были домой отправлять. Они говорили, что нет, мы найдем 10, 15, 20, 100 рублей, 1000 рублей, чтобы газета выходила хотя бы раз в месяц. Почему надо, в первую очередь, их поздравить? Поздравить даже надо трудовых мигрантов. Я хочу, чтобы вообще и сегодня, и в будущем наши трудовые мигранты, которые находятся в России, которые уже находятся в Таджикистане по различным предлогам, которые они были депортированы, чтобы открылось то взаимопонимание, которое у нас были между Россией и Таджикистаном. Поэтому мое поздравление всегда направлено к тому, что счастье и радости в каждой семье. В частности, тот человек, который сегодня сделал много, это люди наши, это наши молодые парни, это наши девочки, которые ехали на заработки. Они ради сохранения семьи, ради того, чтобы помочь своим родителям. Я надеюсь, что и они тоже будут много чего говорить, когда в этот день, в частности, на 17 число состоится у нас презентация телевидения и отмечаем юбилей 10-летия нашей газеты. Каждый человек имеет свободно высказать свои точки, поэтому говорит свободный микрофон, открытые выступления. Думаю, когда об этом будем говорить, это есть те принципы, которые и в России, и в Таджикистане должны соблюдать по отношению к человеку. Спасибо. В России в библиотеке имени Некрасова празднуется юбилей газеты с символичным названием «Голос таджикистанцев». В этом году исполнилось ровно 10 лет со времени выхода в свет ее первого номера. Учредителем газеты стал фонд поддержки выходцев из Республики Таджикистан «Таджик Диаспора». Впервые данная организация появилась в России в 2001 году. И она громко заявила о себе 4 апреля 2001 года. После распада Советского Союза Россия встала на путь мультикультурализма, и новая этническая политика по управлению культурным многообразием позволяла многочисленным национальным диаспорам и национально-культурным автономиям самоопределиться на ее территории. Граждане Таджикистана, выехавшие в Россию во времена распада Советского Союза и в период кровопролитной гражданской войны, также создали многочисленные национальные диаспоры. К сожалению, формировались эти диаспоры не по общинному принципу, который свойственен таджикам, а исходя из узкоэгоистических, клановых и групповых интересов. В России, как, впрочем, и в Таджикистане, определенные силы воплощали в жизнь социокультурный международный сценарий, цель которого – отсечь персоязычный Таджикистан от своих таджикско-традиционалистских общинных корней. Создание же фонда «Таджик-диаспора» сломало их планы и позволило 22 апреля 2001 года провести в столице Российской Федерации Москве первую консолидированную конференцию граждан, выходцев из Республики Таджикистан. Заявленная тема конференции звучала так: «Тяжелое положение выходцев из Республики Таджикистан в Российской Федерации и пути ее преодоления». Данную конференцию поддержали российские и международные правозащитники. В результате совместных усилий по защите прав таджикских трудовых мигрантов было выработано постановление, которое направили в адрес президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В нем участники обратились с просьбой к президенту Таджикистана на государственном уровне принять участие в судьбе таджикских трудовых мигрантов. Статьи на злобу дня в газете «Голос таджикистанцев» способствовали закрытию и Черкизона. Публикация в газете «Воля трудовых мигрантов» и принципиальная позиция участников движения в вопросе отстаивания чести и достоинства таджиков сыграли главную роль в ликвидации спецкома, осуществлявшего моральный геноцид таджикских гастарбайтеров в проекте «Наша Раша» на телеканале ТНТ. Организаторы и участники данного проекта, используя образы Джамшеда и Равшана, на протяжении 5 лет издевались над таджикским народом. Фонд «Таджик Диаспора»
стал одним из учредителей и международной общественной организации «Народная лига Таджики», которая была создана 12 июля 2003 года. Именно эти консолидированные силы и созвали Первый съезд народов Таджикистана в России. Съезд состоялся в Москве 10 ноября 2007 года. Газета «Голос таджикистанцев» начала свой выпуск как информационный листок. Ее тираж не превышал 1000 экземпляров. Но уже с первых номеров она завоевала популярность в среде таджикских трудовых мигрантов. Газета стала народной потому, что на ее страницах каждый мигрант мог рассказать о своей боли и о своих проблемах. Согласно цели фонда «Таджик-диаспора», газета «Голос таджикистанцев» должна была выполнять роль связующего звена между правительством Республики Таджикистан и мигрантами. И этот проект был воплощен в жизнь. Сегодня информационный лист является собой полнометражную 12-полосную газету «Голос таджикистанцев». В 2009 году газета была зарегистрирована Роскомнадзором Российской Федерации и получила регистрационное свидетельство. С этого момента она выпускается тиражом 50 тысяч экземпляров. Распространяется газета не только в Москве и Московской области, но и по регионам России. Уезжая домой, граждане Таджикистана везут на родину и голос таджикистанцев, который звучит здесь, в России. За время своей правозащитной деятельности и реальной адресной помощи соотечественникам фонд «Таджик-диаспора» настолько завоевал популярность в сообществе трудовых мигрантов, что на его основе в 2007 году впервые была создана массовая организация с названием «Общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» ООД-ТТМ». С большими трудностями, но общественная организация получила регистрацию в Минюсте России. Данное событие явилось знаковым как для таджиков, так и для мирового сообщества. Сегодня же общероссийское общественное движение «Таджикские трудовые мигранты» является доказательством существования подлинной демократии в России и свидетельствует о наличии ответственного гражданского общества. Многолетний опыт работы фонда «Таджик-диаспора» позволил движению «Таджикские трудовые мигранты» открыть сайт с названием tajmigrant.com. В настоящее время сайт по посещаемости занимает почетное место как в России, так и в Таджикистане. Он содержит 32 текстовые рубрики и видеоматериалы. На страницах сайта публикуются списки мигрантов, погибших, пропавших без вести, сведения из регионов, материалы по культуре и религии, уголовные дела, списки необязательных работодателей и списки тех, кто необоснованно депортирован из России, и еще многое другое. И, конечно, на сайте размещается электронная версия газеты «Голос таджикистанцев». Главное же, сайт открыт для публикации статей соотечественников из Таджикистана. Фонд и движение «Таджикские трудовые мигранты» последовательно выступают за информационную открытость. Поэтому в газете, несмотря на недовольство отдельных представителей власти Республики Таджикистан, статьи соотечественников печатаются без купюр. Учредители и редакции газеты полагают, что обнародованная мысль является сегодня информационным оружием трудового народа. И должна она служить руководством. Благодаря публикации в газете «Голос таджикистанцев» освобождены заложники, захваченные опасной преступной группировкой в городе Астрахани. Разоблачены и наказаны сотрудники милиции, стрелявшие в гражданина Республики Таджикистан. Десятилетняя практика в работе с мигрантами доказывает, что как бы красиво ни говорили ученые и чиновники, в их селекционном отборе отсутствует главный герой нашего времени – человек труда. Именно человек труда, таджикский трудовой мигрант,
и остается по-прежнему нашим главным героем.